Но азыр бизге берген самый срочный что горит, могу маселени чечишибиз керек. Кечиресиз. Ага жашоо жакта экен. Немелер жабык да, то есть. Мен кирген группалар эле көр да, анан личный Алло, сообщение. угулуп атабы? Сол жакта отурбадым. Чыгышат да, каналдарды. Бизде болсо каналдар Инстаграм, Телеграмга чыгарганга постер, тексттер даярдашыбыз керек дейт. Аны деген бизде СММ команда дайындайт. Биз азыр Молдагазы менен сүйлөшүп көрөлү. СММ күздө эми YouTube каналына чыгарылабы, Инстаграмчы дейт. Ушуларды мен жакшы түшүнгөн жокмун, кантип чыгарабыз? Ошо эмнеси дейм же трейлер чыгабы же запись чыгабы дедим да. Вот ошо мен да тактап билейин дегем Азамат агай менен. Уткандарды кантип пиар кылсак болот? Вообще без Бул понятия. жакта мастер-класс көрсөтөт дептир, анан бул жагы башкача болуп кетиптир да. Бул жерди мен түшүнгөн жокмун вообще эле. Мен мынчалык бат эле Инстаграмга чыгарабыз деп ойлогон эмесмин, анткени бир встречада айтпады беле неме депчи. Инстаграм, Телеграмды ойлонуштурула деп кайсы бир встречада айтканда, а мен ойлободум. Немеге же менеджерлерге жазды окшойт. Жөн текст кылып же встречада айтты беле. Ошо бир эме Акыркы встречада агай айтып атпады беле? Инстаграм нелерди ойлоп табайлы деп Гүлназ Шашыналиевага предлагать этип атканда. Биз анан башатын өзүбүздүн жолугушуубузду айтып атты окшойт эле. Эме Сайкал эже азыр агай 5 мүнөттөн кийин кирем деди. Берки Аруке менен Олжобай агай ашарда отурушат болуш керек. Карап келейинби? эгер убактысы болсо ошо биринчи вопрос ошо Ару менен Жылдыз Академиден чечип алсак, анан кой берет элек да аларды. Бир 5-10 мүнөткө кире алат бекен, карап көрбөйсүңөрбү? Макул азыр берип чыгайын. Бул жакта эмне деп атат дейм да? Келечек ресурстарын колдонуп, же Zoom'ду айтып атабы? Мен ошону түшүнгөн жокмун. Ошо агай менен такташып бүгүн сүйлөшөлү дегем встречадачы. Кайсы ресурстарын колдонобуз да? Мен единственный ресурс это мы можем использовать ссылку Zoom, да? Насколько я знаю, ошол эле. Или Инстаграмда или он имеет в виду Жылдыз Академиянын Инстаграмында мындай типа сторис кылып жөнөтөбүзбү, что Күздөми IT марафонунун алкагында ушундай конкурс жарыяланган, анын ичинен профессиональный дизайнер келип 3 мыкты логотипти тандаган. Алар булар, анан дизайнерлер ушундай дегендей сыяктуу сторис кылабызбы, ушундай болуш керек менин оюмчачы. Zoom'да болсо там кереги деле жок андай жарыя кылгандынчы. И плюс, может быть, дагы еще Жылдыз Академиде только Телеграм и Инстаграм бар да, башка ресурстары жок да. Не знаю, но Инстаграм, Телеграм чыгарганга постер, тексттер даярдашыбыз керек. Буну СММ команда өзү дайындайт болуш керек, реклама кылыпчы. Биздин жакшы мындай чечен журналисттерибиз бар аябай, кабарчыларыбыз. Ошолорго жүктөйбүз го дейм. СММ команда полностью. Аруке келди. Эми агайды күтөйлү. Саламатсыздарбы? Привет, Аруке, как дела? Хорошо. Анан эмеде YouTube'да кантип чыгарабыз? YouTube'да в принципе нет необходимости, Инстаграмдан эле чыгаргандан соң го дейм, Как вы думаете? Эмнени чыгарабыз? Ошо жана логотиптин конкурстун жеңүүчүлөрүн депчи. Мен оюмча ушул болуш керек. Жаңылыктар в основном Инстаграмда чыгат го өзү, YouTube'да эмес. Ошо Инстаграм, YouTube берден, по-моему, отношения не имеет, но мы можем как-то вот мини-анонс бир жумага бир видеону коюп койсок болот, короткое видео. Что вот такой жана Инстаграмга жүктөгөн видеону деле ошо как бы реклама кылып туруп эле жана анонс деген жерин чыгарып койсок болот да.
бир жумалык кылыпчы, анан бир жумадан кийин уже плейлистке отуруп салабыз да, анонстордун плейлисти деппи, или может быть что-то вроде этого сделать можем. И уткандарды кантип пиар кылсак болот деген, вот этот вопрос мне вообще, честно, не могу понять да, азыр агай келсе өзү түшүндүрүп берер. Анан могу Жылдыз Академия боюнча агай да өзү түшүндүрүп кетет болуш керек, азыр кирсин. И немени көрөбүз да. Как раз Аруке здесь. Хорошо, Олжобай через... Айтжамал кирди. Так. Все, ошондой эле маселе, ушул 4 вопросту чечип алсак эле, анан уже на субботу или на пятницу повесим, наверное, сторис. Как вы думаете, на субботу, пятницу вешать или с понедельника начать? Охват кандай болот, если мы суббота, воскресенье илсек? Суббота, воскресенье жакшы болот эми, потому что все дома, там кеч керек, чыгаш керек да. Ошо суббота, анда эртең уже нужно текст разработать. Если нам дадут разрешение, эми Олжобай менен Наруке уруксат берсе, биз Жылдыз Академиянын Инстаграм аккаунтун эле колдонуп болушубуз керек, насколько я так полагаю, да. И ошо эртең как раз эгер текст даяр болсо эле, уже эртең кечинде, наверное, после 6 уже чыгарып беребиз го дейм. Же кандай кылабыз? Да, 6-5 нормально болот. Ошондой. Могу жерге нам нужно у агая уточнить, кто победители здесь и кайсы логотип выиграл. Ошондо Башатка лого табылды да. Жок, күздемиге. Башаттыкы еще аныктала элек. Мен биздин дизайнерлердин группасы менен бүгүн сүйлөштүм. Они сейчас работают над этим. Сказали, наверное, скорее всего, в течение 2 или 3 дней они, может, даже сегодня или завтра они закинут Башатка логотиптечи. А бул болсо, баягы биз Башатта, помните, азыр Треладан көрсөтүп берейин. Башатта мы 69 эме жүктөгөнбүз. Дизайн деген жердечи, Башат деген веткасында. Сейчас вот тут в ветке толтура 69 70 логотип келген. Ошонун баарын биз агайга жүктөп бергенбиз, неме кылыпчы, зип кылып. Ошолордун арасынан тандады болуш керек, если я не ошибаюсь. У меня этот интернет глючит. Ошо 70 неменин ичинен 3-өөнү ошол тандаса керек, менин оюмча, если я не ошибаюсь, честно, да. Ну все, у меня компьютер заглючил. Так, архив. Экран көрүндүбү? Дискордто эле катып турат. Именно мына жерден келечек диджитал лог жок. Күздеминин логосун каяка жүктөт элек? Или раньше было? Эң башында жүктөгөнбүз. Башындагыларды деген Trello'го жүктөгөнсүңөр зип кылып. Жок, бияка каяктан жүктөдү элек? Мы, по-моему, эмеден жүктөгөнбүз, Дискордтон. Ошо бирден терип чыгып, по-моему, Дискордтон бирден терип, анан Trello'го зип кылган болуш керек эле. Так, сейчас посмотрим. И Trello'дан көрөйүн азыр. Саламатсыздарбы, мен кошулдум, ошол жөнүндө эле айтып коеюн дегем. Саламатсызбы агай, келдиңизби? Келдим. Кандайсыз? Саламатсыздарбы Олжобай, привет. Сейчас. Бизге агай эме жөнүндө түшүндүрүп кетсеңиз, сиз жана берген жаңылык жөнүндөчү, пункттар боюнча. Хорошо.
биринчи ошо Жылдыз Академиянын кайсы ресурстун колдонобуз деген биз что-то түшүнбөй атабыз. Ага, мага доступ берип койсоңор тоже экранга. Ага, сейчас Көрсөтүп мен берейин. токтотуп коеюн. Так. Тема мындай. Биз азыр немени баштадык. Күздеми IT марафонунчу. Күздемин IT марафонун азыр Башат башкарып атат да. Вот, эми Башаттын өзүндө YouTube каналы бар, өзүнүн SMM-щиктери бар, өзүнүн SMM командасы бар, дизайнерлери бар, бүт ресурстардын баары бар да. Ошондо биз Күздемиге или чөйрөгө, или дагы башка проекттерге ар кандай белгилүү адамдарды чакырып, ошолордун арты менен брендти раскачивать эте алсак болот да. Азырда бизде ноль да, эч ким жок. Ошо өзүбүздү тааныштырыш үчүн, үйрөнүш үчүн ошол процесстерди жасасак болот. Ал процесстердин баарын келечек Жылдыз Академиясы тоже башынан баштап жасап чыгышкан да. Ошондуктан азыр Жылдыз Академиясы аябай күчтүү. Мен мисалы Жылдыз Академияга келип атканда менин постеримди көргөнсүңөр, мен жөнүндө маалыматтарды алгансыңар, анан эмне жөнүндө тема болот, качан болот, ошонун баарын алгансыңар да. Ошонун баарын Олжо жазачы, Олжо агай, Олжо агайга балким жардамчылар бар болчу. Биз аны билбейбиз, или мен билбейм кантип жасалган. Олжо может айтып берет. Анан ошол процессти эми биз жасаганга мүмкүнчүлүк бар. Биз үйрөнүп, ошол процесстерди кантип жасалган биз жасасак болот. Ошого азыр как раз мүмкүнчүлүк келди. Анткени бизде неме алыш керек болчу, причинасы эмне болду? Бизде Башатта лого тандаш керек болчу. Лого тандаганда аябай көп, анан мен тандай албайм. Еще лого жасап атканда дагы проблема, дизайн каналында толтура логотиптер келген. Анын баарынын бир 70% аябай начар логотиптер да. Именно если продуктка колдонуш керек болгон болсо, конечно, жоктон көрө жогору, бирок мындай интернетке чыгарганда анча эмес. Бирок арасында жакшы дизайнер бар экен дейсизчи. Ошон үчүн мен дизайнерди чакырдым. Экөөнү чакырсам, бирөө бошобой калды, кыргызча сүйлөгөн, орусча сүйлөгөнү келем деди да. Ал ошол 3 логотипти тандап берди, бирөөсү утту да. Биз ошону эми как пиар компания кылсак болот. Келечектин дизайнерлери логотип тартты, профессиональный дизайнер келип көрдү, текшерди, ошол 3-өө утту. Деп туруп, бир ошол 3-өөнө, например, электронный сертификат или диплом кылып, мындай фанфары менен поздравить этип, социальный сеттерде ссылкаларын берип, ошол дизайнерлерди пиарить этип кетсек болот да, чтобы алар бенефит алсын да, чтобы аларга да башка заказдар келсин алдын алачы, чтобы как бы рахмат силерге, анткени биз ал логотиптерди бекер колдонуп атабыз. Ошого аларга рахмат айтыпчы, во-первых. Во-вторых, ошол дизайнерди чакырып келип, бизге как ментор катары бир күн ушул айтып, логотип жөнүндө айтып берип, анан өзүбүздүн суроолорубузду берсек болот да. Кантип жасайт, тиги бул деп, анткени ал өзү дагы курс алып барат. Андан көрө биз бекер ошону колдоно алсак болот. Вот, эми ошол процессти азыр биз өзүбүз жасай койсок болот да. Анонсту жасап, SMM катары немелерди жасап, постерлерди жасап, тексттерди жасап, баарын жасап туруп, именно биздин Trello процессинен өткөрүп, карточкалар менен. Анан ошол биздин Instagram, Telegram каналдарга чыгарсак болот, плюс Жылдыз Академиянын Telegram каналдарына чыгарсак болот. Вот. И теперь ошол вопросту неме да? Ошону биз жазайбызбы или, скажем так, вот у Жылдыз Академии уже все поставлено на рельсы, и скажем, давайте мы Жылдыз Академия контакты передадим, и они сами все организуют. Первый был вопрос такой. Можно отвечать, да? Да, можно. Было бы хорошо, если бы это ваши интерпретации сейчас получилось бы как комплексно целостный подход во всем. Здесь есть ресурсы, команды, и, мне кажется, у них есть желание, инициатива самим это все попробовать реализовать параллельно. Так, я никого не могу попросить там что-то сделать для Жылдыз Академии. У нас какие-то процессы реализованы, но мы сейчас тоже как бы пытаемся ребрендинг и онбординг заново перестроить, полностью исходя из текущей ситуации, да?
будем заинтересованы, если вот как бы это можно будет совместно намного быстрее сделать и параллельно все остальные процессы в том числе, да? Хорошо. Вот, классно. Теперь смотрите, Джилыз Академия, Олджо Агай тоже согласился, мы можем, то есть из-за того, что у нас на старте ничего нету, мы можем использовать теперь ресурсы Джилыз Академии. Что это означает? Что мы готовим все материалы, все постеры, все тексты, процессы все проверяем, чтобы там ошибкалар жоқ болсын, делаем его на русском языке, на кыргызском языке, постим на свои инстаграмы, и потом просто материалдарды передадим Джилыз Академияға, они тоже как бы немесіне шығарат инстаграмға, телеграмға, и за счет них тоже мы как аудиторию получим, и Джилыз Академия тоже другую аудиторию получит, потому что придет еще новый человек, да, другой человек, который будет интересен не только Куздемиге, а еще Джилыз Академия өзіне, да, потому что мы будем делать параллельно Джилыз Академияны, и снаружи тоже, да, и снаружи мы можем тоже рассказать про Куздеми, скажем, вот у нас уже Куздеми марафон башталды, процесс идет, мы там на втором спринте, у нас уже вот есть логотип, и мы уже позвали людей, чтобы нам рассказать. На их вопросы тоже можем ответить, да? Вот, теперь как раз осталось моменты 2, 3, 4. Анда агай биз СММ командасы азыр тексттин үстүндө иштеп, постерлер даярдап, материалдар дайындайлы. Срок просто дайте нам, в течение скольких дней мы должны это все выполнить. У нас будет встреча в воскресенье в 9, и поэтому, чтобы пиар сработал, нужно запустить в субботу. Да, Володя, правильно? Завтра вечером, в субботу? Завтра вечером нужно все закончить и в субботу отдать материалы, чтобы в субботу можно было там сторисы запускать и полномасштабно пиарить в социальных сетях. Да, пиарить. Хорошо, мы тогда с командой до завтра будем усиленно работать над этим. Мы можем узнать имена победителей или это секрет еще пока? Так, сейчас я могу сказать. Если бияқта жоқ по. Дизайнер, жөнөткөн дизайнерлерден вроде бы никого нет. Так, я могу сейчас сказать, кто дизайнер. Личка. Вот, Михаил Ефименко деген. Вы его знаете, нет? Мы вместе с ним работали с Палмалада 2003-го. Вот он сейчас уже немножко выслал, выпускник КРСУ. С 2013-го работал с Палмала, 2018-го на фрилансе. В этом году начал графический дизайн делать. Так, выиграли Айтурган Карагулова, биринчи место. Экинчи Шайыргүл Манапова, үчүнчү место Нурбек Болотулу. Логотиптер мол. Куздеми биринчи место, бул экинчи место, бул үчүнчү место. Хорошо. А мы Куздемиге какой будем использовать? Вот это победитель. Победитель, да? Там участвовало где-то 56 логотипов. Из них дизайнеру понравился вот этот. Он еще с анимацией, да? Сейчас покажу. Ага, дошел анимация с менюрі жақтан. Бірінші көргенде. Так. Все, тогда мы сейчас с СММ командой будем работать над этим контентом, созданием контента. Классно. Когда будем работать, мы можем объявить как двухэтапно. Биринчи Куздемин ичине можем объявить. Немеге, анонс кыле. Вот мы выбрали логотип, выиграли 3 человека.
деп туруп ушул 3 кишини кошуп туруп, чтобы они были в курсе. Потом от них взять все социальные сети и их тоже потом добавить. То есть анонс не только будет, у нас будет дизайнер, да, а будет, мы сделали логотип Куздеми и выиграл Айтурган Карагулова. Шайыргүл Манапова и Нурбек Болотулу. Вот 3 варианта, мы их оформим тоже красиво 3. То есть там будет слайдер, да, первый будет там, будет встреча и сразу как раз победитель. То есть вот. И в связи с этим подарок Берденке мы вот пригласили дизайнера, чтобы он всем остальным, кто проиграл, им тоже рассказать, типа, как нужно правильно делать логотипы. Это подарок для тех, кто не выиграл, да? Ну, короче, в общем, как-то нужно соединить и сразу одним постом все это поставить. Наверное, будет правильно или нет. Но будет как бы тоже большой пиар, да, скорее всего. Допустим, мисалы, то есть одним постом который, да, Google өтіп кетті, да. Шундай пост менен мы можем распиарить, да, сразу немелерді қойып, мысалы, бияқта Бекназар Саяқты қойып, или плюс сразу Жылдыз Академия, тегі бұл барын қойып, вот, смотрите, уже логотип выиграл, тегі бұл, ну, как бы, сделать такой. Ну, мы не в Google прошли, но все равно нужно как бы научиться этому, да. То есть это все маркетинг, да? Это не просто так работает, это все маркетинг менеджмент, да. Чтобы люди там хотели Жылдыз Академию пройти, да, чтобы там екінші поток на следующий, чтобы был такой резонанс, да, ну, не такой большой, просто надо научиться этому искусству, да, так скажем. И ошону мы можем как бы через процесс провести, да, так, создали задачу, SMM проработал, проверили и запустили, да. И тогда у нас будет таких встреч очень много, если мы научимся, будет это быть как поток-то просто. И потом, скорее всего, опять же, можем Жылдыз Академию пойти, и Жылдыз Академия нашел процессорин, аутсорсить и тоже делать. И Жылдыз Академия тоже освободит вот эти свои задачи на другие вещи более важные, да? Так, Гүлназ эже жок экен, биякта Гүлназ эже менен байланышайлы биз. СММден Айжамал, Нургүл Бекишева, Нургүл отурат, ушулар менен сүйлөшүп жазайлы анда. И последний еще вопрос был у вас там. Пиар мы уже все обсудили. YouTube боюнча чага, YouTube нам надо этот анонс выставлять? Ушел YouTube, мы можем запись поставить, да, то есть уже сказать, вот, это запись от встречи параллельно, чтобы YouTube тоже потом запиарить, да, биткоин кейн. Кто там не успел участвовать, можете там запись посмотреть. Хорошо. Молдазы? Вот, и, скорее всего, Арукены тоже, наверное, позовем, чтобы этот нам Zoom настроила, если там будет больше, чем 100 человек, чтобы мы взяли Zoom от Жылдыз Академии. Аруке Жылдыз Академии бизге уруксат берип атпайбы? На воскресенье тогда силердин ссылкаңар менен эле колдонойлу. Хорошо. Мы тогда просто из встречи анонс мини-ролик кылып туруп анан илип коебуз ага, А в субботу мы уже запустим в сторис Инстаграм и потом в Телеграм тоже закинем. Я правильно поняла? Да, наш и в этот тоже. Да, Жылдыз Академии тоже. Да. Им тоже, то есть им нужно передать фотографию, текст и ссылку или там, да, или как там все это организовывается. Скорее всего, в сторисах просто закинем, да, наверное, укажем эмелерде участников их социальные сети, и потом биздин Инстаграм түзүлө элек, то что биздин Инстаграмга как первый пост будет вот именно... Будет 2 поста, один пост отдельно у них или сторис у них, чтобы это они от себя не репост сделали, а от себя запостили, да, что это как от Жылдыз Академии тоже идет, то есть мы в партнерство вместе идем вообще. Да, ты Жылдыз Академияге да бересиз, и потом биздин постодо как первый пост болуп кетет да, биздин Инстаграмда,
Күздеминин инстаграмында. Ошону тоже нужно доработать. Например, Күздемин инстаграмына можно пост сделать, что такое Күздеми. Помните, у нас Да. в Notion был такой текст маленький, про что, депче, Мгм. и туда поставить, например, тот же логотип, да? Ага. Да, и можно добавить. Ага. У меня один вопрос был. Смотрите, сейчас вроде онбординг всех процессов, ну, большинства, да, я не знаю, в прошлый раз я ознакомился с вашим списком, классный список, вообще, Башат, вы молодцы, очень классно работаете, и мы сейчас столкнемся с такими большими процессами. Если можно, я демонстрацию очень быстро покажу. Тут, Ну, я извиняюсь, у нас всего лишь 5 минут осталось, оказывается. да, я постараюсь справиться за 5 минут. Ага, Сейчас, минут. все. Я хочу внести предложение кое-что в процесс работы, чтобы это ускорилось и контент размещался намного быстрее. Да? Я до этого исследовал Notion, посмотрел, и здесь, к примеру, вот этот сейчас я вам быстро скину, потому что времени мало. В чат давайте отправлю. Куда-нибудь на Trello переместите, пожалуйста. Вот здесь есть различные сайты на Notion, которые потом через Style CSS очень легко превращается в сайт. Да? И это позволяет, если у нас проекты связанные в большей мере именно с контентом, то это размещать, онбординг классно вести, все такое, короче, быть довольно быстрыми, гибкими. И, пожалуйста, ознакомьтесь с вот этим сайтом и их бизнесом. У них классное ведение бизнеса. И такую вещь мы сейчас уже здесь сейчас можем вместе реализовывать. Посмотрите, они в целом занимаются вот такими вот вещами. Получается, это агентство по цифровым операциям, они налаживают процессы, привычки и так далее, и так далее. У нас эта ниша, она еще не схвачена, но мне кажется, здесь есть большой спрос на то, чтобы с различными такими вот инструментами, Figma, Notion, Code и так далее, мы можем налаживать многие процессы, да, в компаниях или делать ресерчи, выводить прототипы и все такое. Да. Так что здесь посмотрите, вот, например, их пакеты, смотрите. Они на Notion просто сайт реализуют и за вот такие вот деньги, да. У них на маркете купили, там, у них всего там, по-моему, 10 шаблонов, но они довольно универсальные, их можно вообще по-всячески, да, реализовывать. То есть они, когда берут шаблон портфолио, они его адаптируют под различные проекты, и в свои пакеты они тоже добавляют различные базы данных, фреймворки и так далее, и занимаются такими вот вещами, да. Вкратце посмотрите, здесь есть различные шаблоны. Мне кажется, такие проекты, как Башат, Күздеми, Чойры, в частности, они нуждаются в таком очень большом таком фреймворке, в то же время очень простом. И вот наше единственное пожелание от Djildis Академии, мы долго смотрели различные платформы, шрифты, третий дизайн, ну, короче, все. И нам очень было бы удобно изначально контент учиться строить вот здесь, да. Потому что здесь в Notion все необходимое имеется. Это кнопки, ссылки, буллет-листы, там 3-10, здесь от и до есть, плюс какие-то интеграции есть, которые могут очень хорошо быстро интегрироваться, очень хорошо быстро отображаться, как вот ваши отчеты, репорты. То есть мы не можем очень много на WordPress такие процессы очень быстро делать. Да? Вот что я хочу сказать. А сейчас мы пытаемся пиарить, вот эти все процессы объединить и сделать очень классный такой разноуровневый, наверное, платформу, когда люди будут по этажам, по левелам прыгать дальше и расти. Да? Поэтому наше предложение такое. Мы просим вас обратить внимание на следующем спринте, когда они будут конструировать структуру, пускай они сперва научатся конструировать контент, потому что здесь тексты, изображения, ссылки. Мы сегодня ознакомились с вашим, да, то, что вы в Устат скидывали же, посмотрели, и там то же самое, да, друзья. Вот, пожалуйста, покажите буквально за короткий спринт, за неделю, может быть, все команды, вытащите свои проекты в Notion и посмотрим, да, как это выглядит именно в текстовом или вот таком даже в каком-то варианте. И если надо будет, мы найдем финансы, чтобы вам купить хостинги, домены, и тем самым вы могли с современными инструментами сегодня очень гибко и быстро двигаться на рынке, да, и делать это все очень прозрачно, да. Ну, в общем, вкратце так, в общем, посмотрите, пожалуйста, этот сайт. Я вам уже отправил. Хорошо. Хорошо? Хорошо, спасибо.
Хорошо. Да, скорее всего, Башат будет работать в таком режиме. У Башата будет основная задача управлять всеми этими внутренними процессами. И точно мы для Чори выбрали для внутренних процессов как закрытый Notion. И для внутренних процессов во всех командах, которые будут в первом спринте или в первой команде, они все будут использовать, все остаются в Notion. И да, они все должны будут по ходу, по мере возможности, по ходу, да, обязательно дорабатывать свои бэк-процессы. То есть у нас как раз будет две команды, и в первой команде тоже один будет как бы во фронте работать с сайтом, другие будут в бэкэнде работать с пользователями сзади. И все эти будут как раз строиться на Notion. И да, спасибо за ссылки. Мы попробуем тогда переделать и как инструмент использовать для команды Башат. Я тоже смотрела один сайт, TopSoft называется. Там тоже были кое-какие наброски насчет работы сайта Башат в Notion. Ну, это, в принципе, то же самое, то, что Алджабайт только что показал. Можем Да. вот, да. Давайте я вам покажу, там процесс очень легкий. Если здесь это получится, я вам быстро продемонстрирую. Вы в SuperSoul зайдете, открываете почту от каждой команды, и у вас есть возможность уже один сайт делать. У них, в принципе, есть только несколько таких важных шаблонов, они очень легкие, но чем дальше вы изучаете, понимаете, что там все гениально просто, и это действительно отличные инструменты, чтобы это очень классно монетизировать. Вот сюда вот зайдете, посмотрите, например, видите, вот здесь есть категоризация, да, вот портфолио, персональный сайт, 3, 10. Вот это вот очень тоже неплохой, но сложный. Вам же я рекомендую зайти и дублировать этот шаблон. Он легко дублируется. Вы здесь вот на дубликат нажимаете, смотрите. Но здесь расположение элементов и компонентов вы можете по-всячески сделать. Как это именно бэкэнд контента, это очень важная вещь, потому что она должна быть максимально простой, доступной и быстрой, да. И Notion для этого отлично подходит. Вы просто берете его, дублируете, здесь, точнее, вот на дубликат нажимаете, выходит страница с подсказками, вот сюда кликаете, остальные инструкции здесь находятся. В конце вот этот style, CSS, вот там есть Подключать. раздел. Да, подключаете, и у вас все это вот так превращается, вот эта вот шапка там. Короче, это 5-10 минут занимает Да. вкратце. Ну, то же И самое, в вот принципе. Да, смотрите. Здесь, в принципе, видите, вот здесь надо, чтобы наши команды научились работать с контентом по-современному, потому что контент, он на то и контент, что там нет дизайна,